тренды геополитики, точки консолидации, панорама современных реалий стратегически важного для мира региона. Все это в объективе программы «В центре Азии». Здравствуйте, это программа «В центре Азии». Обзор самых интересных региональных событий и трендов чуть позже. А начнем традиционно с обзора новостей из 5 республик Центральной Азии. Узбекистан и Таджикистан возобновят авиасообщение. Первый чартерный рейс из Ташкента в Душанбе и обратно уже состоялся. На нем в таджикскую столицу прибыла официальная делегация из Узбекистана. Она провела переговоры, их результатом стало соглашение, которое откроет авиасообщение между двумя странами уже в январе 2017 года. Согласно подписанному документу, летать по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе будут две авиакомпании. Одна таджикская и одна узбекская. Всего 2 рейса в неделю. Добавлю, что перелеты между двумя республиками Центральной Азии были прекращены аж в 1992 году. С 2000-го для въезда в Узбекистан обладателям таджикского гражданства необходима виза. Туркменистан планирует к 2020 году довести уровень производства электроэнергии до 26 миллиардов киловатт-часов. Цель такого масштабного развития отрасли в увеличении экспорта электроэнергии в другие страны. В частности, Узбекистан, Казахстан, Афганистан, Иран, Турцию и Армению. Для реализации этого плана в эксплуатацию были введены несколько энергетических объектов в Ашхабаде, а также в Либабской области. Еще одна газотурбинная электростанция комбинированного цикла в данное время строится недалеко от города Мары. Ее расчетная мощность 1574 мегаватт. Кроме того, сейчас ведутся работы по прокладке воздушных линий электропередачи из Туркмении в иранские города Мешхед и Ганбат. Казахстан и Россия согласовали планы по развитию космодрома Байконур. Роскосмос предложил казахстанской стороне участие в проекте по созданию новой сверхтяжелой ракеты-носителя «Феникс» грузоподъемностью до 16 тонн. В полномочия Роскосмоса в этом проекте будет входить обеспечение необходимой наземной инфраструктуры на Байконуре. Эту идею уже поддержал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Феникс» может стать хорошей альтернативой амбициозному трехстороннему проекту «Байтерек». Он оказался нежизнеспособным после выхода из него Украины. Бесценные ресурсы Таджикистана испаряются на глазах. В горах Памира стремительно тают ледники, которые обеспечивают до 60% запасов пресной воды во всем центральноазиатском регионе. Есть ли шанс повернуть процесс вспять или он уже необратим, выяснял наш собственный корреспондент в Душанбе. На территории Таджикистана насчитывается несколько тысяч ледников. Точное их количество сейчас не может назвать никто. Последний раз каталог с данными о численности и запасах ледников в республике обновляли в 1970 году. Повышение температуры и потепление вызывает серьезную озабоченность, потому что многие ледники исчезли, просто особенно ледники до 1 километра. Необходимо составить новый каталог ледников, изучить запас ледников. Проблема таяния ледников сегодня одна из самых актуальных. В Таджикистане, например, формируется около 60% всех водных ресурсов региона. Но за последние 30 лет из 13 тысяч ледников более 1000 исчезли. Интенсивная деградация может привести к нехватке воды и опустыниванию во всем центральноазиатском регионе. По некоторым сведениям заканчивается потепление глобальное, и оно постепенно через 3-4 года, как некоторые считают, перейдет в глобальное похолодание. Вот это тоже все связано и с Антарктидой, и с нашими ледниками. Ледники уже стали причиной трагедии. Летом на востоке страны из-за отколовшейся части одного из ледников резко вырос уровень воды в речке Шурак. 10 домов местных жителей в Рашской долине оказались затоплены. В связи с этим Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне в срочном порядке приступил к исследованию горной системы Петра-1. Высшая точка, пик Москва, расположена на высоте 6785 метров. По словам ученых, на хребте расположено 487 ледников общей площадью около 480 квадратных километров. С повышением температурного фона усилилось и таяние ледников этой горной системы. Когда 28 августа произошло это происшествие, была образована комиссия, которая направилась туда с целью изучения и предотвращения повторения таких ситуаций. Исследование проводится для того, чтобы узнать, насколько растаяли ледники и какую они угрозу представляют населенным пунктам.
Сель в Таджикистане летом и осенью – редкость. Но в нынешнем году жаркая погода усилила процессы таяния ледников. Это и стало причиной образования селевых потоков в районах Рудаки, Пенджикент, Айни, Ашт и Кабадиян. Они не только нанесли экономический урон, но и стали причиной человеческих жертв. Султан и Бахриддин до сих пор не могут прийти в себя. 13 человек, в том числе 6 детей, которые погибли от стихии, были членами их семей. Мы с женой не можем прийти в себя от горя. В ту ночь погибла наша дочь, моя мать, брат с женой и их ребенок. Мне больше нечего сказать. Опасаясь повторения трагедии, правительство Таджикистана бьет тревогу. Президент страны, выступая на конференции по водным задачам, отметил, что республика на протяжении нескольких лет испытывает печальные последствия изменения климата, в том числе таяния ледников. Ежегодный урон мировой экономики от этих природных процессов оценивается в $2 триллиона. Но пока никто не знает, как их остановить и возможно ли это вообще. Ешьте на здоровье. Культура осознанного питания покоряет Казахстан. Дробный рацион, вегетарианское меню и разнообразные диеты активно оттесняют сложившиеся гастрономические традиции. О правильном питании, которое становится в республике модным трендом, смотрите наш следующий сюжет. Можно ли считать гамбургеры здоровой едой? Оксана Кузнецова утверждает, можно, при условии, что вместо мясной котлеты овощная и не жареная, а запеченная, а тесто для булок приготовлено без яиц на кефире. Оксана – шеф-повар Экобара, где в меню только вегетарианская еда. В последнее время все больше и больше людей к этому приходит. И, конечно, у нас увеличивается поток людей, которые приходят, посетителей, которые хотят попробовать вегетарианскую пищу. Несмотря на многовековые гастрономические традиции, отказом от мяса в Казахстане уже никого не удивишь. В республике даже есть фонд развития вегетарианства. Рустам Мавлянов и Ильдар Ауталипов – его учредители. За время своего существования фонд провел 3 ежегодных фестиваля «Вегафест», организовал поварские курсы для вегетарианцев, а также активно занимается благотворительной деятельностью. В планах – открыть бесплатные пункты питания, разумеется, с вегетарианской едой. В каждом районе, Медеевском, Алмалинском, Ауэзовском, будут стоять точки питания в виде киоска или столовой. И будет раз в день раздаваться благотворительная пища, здоровое питание, как раз чем наш фонд занимается. Новым направлением в индустрии питания в Казахстане стало открытие сервисов по доставке здоровой еды. Здесь все просто. Никаких запретов. Разнообразное меню. К тому же не нужно стоять у кухонной плиты. Завтрак, обед, ужин и 2 перекуса приносят каждое утро в специальной сумке. Мадат Каримов работает в сфере фитнеса с 15 лет. Здоровое питание – неотъемлемая часть его жизни. Поиски оптимального рациона, а также желание освободить своих клиентов от процесса готовки подтолкнули его на создание сервиса по доставке здоровой еды. Большая часть фитнес-клубов открывается, и кроссфит очень популярный. И Акимат развивает все это в плане доступности, какие-то стрит-воркаут, площадки уличные. Так что, я думаю, год мы выбрали для открытия вполне хороший. В среднем программа питания длится около месяца. Создатели подобных сервисов считают, этого достаточно, чтобы у человека выработалось правильное пищевое поведение. Я в свое время весил 120 килограмм, был невероятно огромный, тучный, после чего в один прекрасный день я задумался о том, что нужно следить за собой, за своим весом, фигурой и так далее. Айдын Кажахметов знает о диетах не понаслышке. Он уверен, можно отказаться от любых продуктов, но устоять перед сладостями способен 1 человек из 100. Именно любовь к десертам подтолкнула Айдына открыть первую в Казахстане диетическую кондитерскую. И я стал усиленно худеть, сел на диету, а во время диеты был очень скудный рацион у меня, и у меня супруга начала дома фантазировать, что-то там находить в интернете, там что-то придумывала сама. И вот так у нас на столе сначала появились там диетические блины, потом какой-то мусс появился, потом пирожные и так далее, и так далее. Ну и, естественно, потом начали друзья просить приготовить для них, там, начали за это платить какие-то деньги. И с этого пошла, то есть появилась идея, мы подумали, почему бы и нет.
2 года назад, открывая свою кондитерскую, Айдын и его супруга обнаружили, что в Казахстане не существует ГОСТов для диетических продуктов. Стандарты их изготовления пришлось разрабатывать совместно с сотрудниками Центра сертификации. Сейчас все сладости изготавливаются по системе подсчета калорий. К тому же все ингредиенты натуральные. Никакой химии. Даже сахарозаменитель из растительных продуктов. Это важно для людей, следящих за фигурой. Но еще больше для тех, кому потребление сахара противопоказано. Если, например, в обычном эклере где-то 1300–1500 калорий на 100 грамм, то в нашем эклере получается всего 185 калорий на 100 грамм. По данным Всемирной организации здравоохранения, продолжительность жизни человека на 60% зависит от его образа жизни, на 30% от наследственности и экологии и только на 10% от медицины. Неудивительно, что и в Казахстане увеличивается число людей, для которых важен здоровый подход к своему рациону, образу жизни и, как следствие, организму. И все указывает на то, что этот тренд будет актуален еще очень долго. Трамвайное депо уже не то. Когда в Алматы перестали ходить трамваи, в городе опустело атмосферное и очень аутентичное пространство транспортного парка. Но местные власти решили вдохнуть в него вторую жизнь и вовлекли в эту инициативу весь город. Подробности любопытной затеи в сюжете моего коллеги из Алматинского бюро. В 2015 году власти Алматы отказались от использования трамваев в качестве общественного транспорта. В городе освободилась территория трамвайного депо. Больше 2 гектаров атмосферного пространства с образцами промышленной архитектуры 30-х годов прошлого века. Центр развития Алматы объявил конкурс по обустройству этого объекта. Подать на рассмотрение свою идею мог любой желающий. Появилось в соцсетях объявление о том, что трамвайное депо будет передано городу для развития городского пространства. И я в комментах написал, что хорошо бы сделать там политехнический музей. И вот через 3 дня я понял, что если мы сами не соберемся с друзьями этой работой, никто ее и не сделает. Команда «Осета» предлагает открыть на территории депо музей, посвященный науке. Здесь будет экспериментариум с яркими опытами, лаборатория звука и света, лектории, галереи, а также мастерская, где юные ученые смогут создавать прототипы своих изобретений. В этом конкурсе участвуют 23 разных команды. Это очень хорошая история, потому что все команды работают за свой счет, город за это ничего не платит. Судьба проектов будет решаться на градостроительном совете. Экспертная комиссия учтет мнение горожан. И это беспрецедентный случай для всего центральноазиатского региона. Отдать предпочтение одному из проектов жители южной столицы могут посредством онлайн-голосования. Для алматинцев подобные конкурсы – это возможность повлиять на стиль жизни и архитектуру города. В течение 1,5 месяца мы получили 4 проекта по обустройству трамвайного депо, когда люди просто приходили, идейные ребята, и приносили свои идеи о том, что можно сделать на данной территории. И вот после этого у нас возник вопрос о том, что, наверное, надо вовлекать людей действительно в процедуру принятия решений. Основное требование к проектам – сохранить существующие строения. С одной стороны, это дань уважения истории, с другой – экономия бюджета. Кроме того, общественное пространство должно работать круглосуточно. И, конечно же, проект должен соответствовать всем принципам урбанистики. Лично для меня, например, очень важно, чтобы не только территория сама работала, отведенная для трамваев, а чтобы рядышком та же территория, те же тротуары, остановки, они также могли преобразоваться. Горожанам есть из чего выбирать. Проекты по обустройству трамвайного депо не похожи друг на друга. На месте промзоны предлагают разбить парки, открыть галереи искусств, музеи различных направлений, спортивные комплексы, а также многофункциональные детские центры. У нас есть 2 достаточно активных проекта, которые конкурируют между собой за первое место. Это политехнический музей и проект, предложенный командой «Форе». Это депо, как они его назвали, парк отдыха и развлечений. То есть у них на данный момент была разница буквально в 20 голосов.
Уже через год или два на месте опустевшего депо будет городское пространство нового формата. В лидерах оказались музейно-парковый комплекс, посвященный истории города, депо-парк, а также политехнический музей. Но и это еще не все. Вслед за Алматы общественные голосования стали проводить и в других городах Казахстана. К примеру, в Шымкенте горожане выбирают проект реконструкции фасада одного из исторических зданий. Похоже, алматинские трамваи, которые не ходят уже год, все еще везут нас вперед. На этом все. Вы смотрели программу «В центре Азии». До встречи в эфире на телеканале Казах ТВ.